доброе утро. Уже добрый день, точнее. Поспал хорошо вообще от души. Вчера как лег, так и заснул. Ночью такая луна, сегодня вот полнолуние было вообще, так светло было. Звезды, шикарно просто. И не замерз, вроде нормально. Сейчас температура теплая. О, шикарно. Ладно, вставать, ехать. Сейчас заехал за бузами, куда вчера я заезжал. Заугин Казар. Ветер сегодня такой же сильный. Дорога петлять начала, хоть ветер осадил чуть-чуть. Ветер хоть это ослаб. Нормально вообще сейчас. Дорога пошла. Ветра тут практически нет. Обалдеть. Здесь по дороге много всяких захоронений, курганов. Вот тут еще одно какое-то огражденное там красной ленточкой. Вон столб стоит. Я никаких надписей не вижу на нем. Но он видно, прям высечен камень так. Не знаю, насколько он старый. А не, вон видно какой-то барельеф. Какие-то рисунки, вон олень, стрелок с этим, с луком. Только это древнее или как? Высечено немножко. Круги вон какие-то. Надписей никаких не вижу. Ой, монгольский чай с соленкой. Это вообще божественно просто. Сейчас на подъем, все еду на подъем. Уже высота за 2000 метров, сейчас 2100 примерно. Сейчас мне скоро там ледник откроется, ледник будет.
Вот ледник открывается. Шапки. Несколько шапок. Вон. Раз, два. Высота сейчас 2500. Кстати, это я заехал в Новый Аймак, новую область, это Баян-Улгий. Заехал, оп, чуть не упал. Ветер задувает. Ну вот перевал, высота 2500 сейчас. Сейчас спуск, не знаю какой длинный. Ну, наверное, не длинный, я думаю, будет.
Да, без карт в телефоне тяжело было бы. Я сейчас чуть по другой дороге не уехал. Там вроде дорога строится какая-то, но в другом направлении. И чуть по ней не уехал. Хорошо в карты посмотрел. Видимо, основную дорогу решили там по другому пути пробивать. Не по этой дороге. Не по старой. Нашли какой-то более короткий путь. Сейчас тут озеро будет. Уток много летает. Столько уток здесь разнообразных. Я вон даже лебедя вижу там. Вообще классно. На островке вон у них это гнездо у них. Да, вообще первозданная природа. Не, я все правильно ехал. Просто Maps мне немножко показывал другую дорогу параллельную. Тут много дорог параллельно, как на Дакаре. И вот он ее показывал. А она крюк делает небольшой. Я решил, что она в другую сторону едет. Хорошо, у меня сидушка в меру мягкая такая. Мне бы жопу, наверное, растрясло бы нормально на таких дорогах. Красота неописуемая. Вон. Пылитель едет. Сейчас дорога снова на перевал едет. Высота 2450. Сейчас уже проехал почти 50 километров. Загнался. Сейчас бы бузов где-нибудь найти. Бузов поесть. Всю Монголию на бузах прикольно проехать. Где их еще поешь-то? Но что-то ничего нет вообще. Много бродов. Ногу намочил, блин, а? Глубоко оказался ручеек. Перед сном еще. Ну вот, можно сказать, второй перевал здесь. Высота 2600. Чуть-чуть прохладненько стало. Ноги еще чуть-чуть намочили. Я же, кстати, жаловался на то, что у меня передачи плохо переключали. Это еще во Вьетнаме. У меня 8-ю перескакивало сразу. Вообще передачи не сразу как бы переключали. Был недоволен. Вот петух поменял, сейчас все нормально.
Ну, это петух у меня, я знал, что он у меня кривой, но просто не думал, что это как-то причина такая прям. Тот у меня петух-то бывалый был старый. Он еще, я его в Киргизии погнул. У меня переключатель спица-то залез. Вот, и не выдержал он. Сейчас еще одна горочка небольшая, и вниз потом. Вроде как. Что-то постить же надо к зиме. Надо же что-то к зиме. Ой. На тормозах приходится. Короче, дугом кранты пришли. Буду спать так. Тентом этим накроюсь днищем, чтобы этот от росы, от всех делов. Ох, ноги замерзли, блин, промочил. Сейчас гречку еще варить. Все, доброе утро. Ох, хорошо, пошло. Сейчас 8 утра ровно. До Улги мне сегодня 80 километров осталось. В принципе, я сегодня, наверное, буду там, судя по карте, потому что карта показывает, что километров через 20 будет асфальт. Я не знаю, правда это нет. Посмотрим. Вчера я проехал 63 километра со средней скоростью 9 километров в час всего. Чуть быстрее пешехода. 7 часов езды получается, там сколько, 7 с лишним. А сегодня ночью-то морозец, оказывается, был. Я смотрю, вода замерзшая немножко. Я что-то не особо заметил. Какая дорога, такие дорожные знаки. Можно дома делать дорожные знаки, клепать, сидеть. Сейчас будет город Талбо. Сейчас из ущелья вот этого выйду. Не город такой. Ну как город, здесь город, я бог его знает называть. Село, короче. Кстати, до границы мне осталось 170 километров. Вообще ни о чем. Почти на границе уже. Но с такой дорогой это 2 дня, как минимум. Вот указатель. Баян-Олгей. Буянт. Талбо.
хоть катком укатана вот эта строящаяся дорога. Нормально. Вон озеро. Но они все держатся на снегах талых. Эти озера высокогорные. Судя по карте, скоро должен начаться асфальт. Через пару километров. Ух ты! Карта не врала. Асфальт начался. Прям точь-в-точь. Это карта Magic Earth программа. Она вообще точная, я говорю. Прям точь-в-точь показала, где асфальт начинается. Офигеть. Я уже разучился по асфальту ездить. И не трясет, оказывается. Так легко ездить. Ну все до, если верить карте, до Олгия, Баян-Олги должен быть асфальт. И почти до границы должен быть асфальт. Там, по-моему, перед границей его не показывают. Ох, солнце уже жарить начинает. Ветра нет, самое главное. Практически. Ох, колеса подкачал, цепь смазал сразу на хорошей дороге. Уже жарко становится, куртку надо снимать. Там база отдыха возле озера. Здорово! Селок сломался. Все, еще чуть-чуть осталось. Километров 18 еще. Сейчас вот эту горочку, и потом будет спуск уже до Олгия. Вот спуск до Олгия.
До города осталось километров 12-10. Я кушать хочу, капец, как барашка бы съел бы сейчас. Благо он сколько бегает. Вон Улгей внизу показался. На реке. Река Хофт там, кстати, как раз течет. Чуть по башке мне это не было. Увидел. Вот, короче, я тут на окраине города нашел за 15 тысяч travel hostels, короче. Вот, тут юрты вот такие вот стоят, прикольные. За 15 тысяч это вообще нормально. И вот тут только приехал, и вместе со мной почти одновременно вот приехал из Бельгии. А what is your name? Anthony. Anthony? Anthony. Anthony. Well, like Anthony. 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 Anthony, вот. My name Nikita. Nikita. Yes. Like Khrushchev. Никита Хрущев знает. Вот, из Бельгии. А what is the city to Belgium? Antwerp. Antwerpen? Yeah, I know. Из Антверпена. Вон у него вот bicycle. Бисиклет. Швальбе. Yeah, but I have a problem. Марафон. I have a problem. Problem? Yeah. It's I have had 4 flats. 4. And there must be a problem. I will. Tomorrow I stay here and I will try to find what the problem is. Ooh. Today I had two punctures, and that's 2? Only this problem? yes. And they are very good. Schwalbe Mondial. So. I don't know. Вот смотри, у меня запасная есть. Сейчас, вот смотри. У меня есть type. Как сказать запасной, блин? Looking, смотри. Maybe this type. And 28. О, мой запас. I don't have a spare one. It's new type. Maybe this? But it's too thin, no? I don't know. Yeah, good. This my... Is that which brand is it? Вон, Андрон говорит это. На российских погранцов жалуются, говорит, задержали его на 3 часа, говорит. У него типа визы там алжирские, всякие марокканские, иранские есть. Вот жалуются мне, я извинился перед всеми пограничниками, за всех пограничников, извини за нас, что мы такие. Во всех террористов видят, как всегда. Вот тут вообще отлично, хоть в юрте посплю, в Монголии. Красиво вон как, расписное все. Да, классно. Здорово. В общем, я предложил ему, если покрышку он не найдет 28, а он, может, вряд ли найдет 28, я ему свою дам запасную.
Вот Брукс у него все. Руль обычный, прямой. О, кор. У меня тоже кор был. Стальной, походу. Классический, короче, твинк европейский. Я сейчас пойду душ приму. Тут душ есть где-то. Душ где-то есть. О, вот душ. Нормально. Ну все, мы с Андони идем кушать. Он еще бузы не кушал, надо ему бузы показать. То он потом влюбится в них и все, больше не разлюбит. Вон Traveler Guest House. Хорошо, что я его нашел. Оказывается, Андони учитель химии. Он преподает в университете Antwerpen University, yeah? Да. О, вообще красавец. Инженер-факультет. В инженерном факультете, да? Так, можешь поступить туда куда-нибудь. Блин, классно. Коллеги, короче. Geography, Chemistry. Я будущий только еще. Ну ничего, все впереди. Я маг. Вот ходим в ресторан, ищем как по Антверпену прям. Представляем, что это Антверпен. Европейские лица. Асфальт. Вот. Вот здесь, короче, ребята вон с Горно-Алтайска тут познакомились. Все, атаковали всех. Так что нормально. Сейчас мы возьмем покушать что-нибудь. Куардык, да? Да. Куардык. Это... Das ist auch mein Traum, ich würde das auch gerne machen. Ich habe nur so Fahrradtouren gemacht an der Ostsee, so durch Polen oder von Leipzig an die Ostsee oder sowas. Вон европейцы друг друга нашли. И россияне друг друга нашли. Все друг друга находят. Auf Deutsch und Nein, auf Französisch? Niederländisch. Niederländisch. Aber sie verstehen das. Wenn es einfach geschrieben ist. Ja, das ist sehr ähnlich. Ähnlich, aber doch. Ich verstehe. Wie heißt der Blog? Kann man Ich das habe das. Ja, das wäre interessant. diese Wette vielleicht? Und doch, ich habe Sie- ein Notizbuch. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Dann schicke ich das. Das ist das Einfachste. Ага. Ну все, Андони, бон аппетит. Вот мы в турецком ресторане, оказывается. Чё его, какой черт его сюда привел вообще? Я его бузами хотел накормить. Ну ладно. Я куардак заказал. Турция еще у меня впереди, но будем привыкать к ней сейчас. Хотя куардак-то это что? Тюркютское все. Wife and two daughters. Two daughters? Oh, very good. You lucky father. And one of my daughters has two little children. Too little. Yes. О, две внучки вон есть у него. Три дочки. Внучки счастливые. А у меня все это впереди пока. Вот он, Улгей. Давай. And this morning it was also flat. I repaired it and I controlled everything, but now it's flat again. So there must be something. Ну, покрышка хорошая. Наверное, это дырка.
Yeah, but I don't find it. Ну окей, tomorrow it's to port, как там, разбортировать-то. Оба! Что за проблемы? Ох, наша юрта. Юрточка-то наша. Is there light? Все, доброе утро. Сегодня, короче, с утра дождик. Дождик вам пошел. Сейчас уже прошел почти. Я вот думаю остаться, в общем. Сегодня ночью еще заселились девчонки, вон из Америки приехали. Так что думаю, может, что это, пообщаться. Покушаю монгольской еды. Благо мясо тут дешевое. Фух, прохладно. Все. Андони сейчас ремонтирует покрыхан свой. Так и непонятно, что за проблема, я так и не понял. Ой, бабосик, молодец, шерстяной. Сейчас вышел погулять, сейчас хочу в музей зайти. И надо мясо покушать. Монгольского мяса, пока есть возможность, пока оно здесь дешевое и хорошее. Привет, привет. Hello. Салам, салам. Санбайна. Вот тут театр драматический есть. Я сейчас хочу посмотреть, может спектакль сегодня будет. На спектакль сходить, посмотреть. Вот здесь площадь главная. Где-то здесь музей должен быть. Уже. Ну вот музей. Кош Кальденездер. Добро пожаловать. Все по-казахски, не казахи почти живут. Музей провинции. Блин, короче, на обед я попал. До 2 часов будет обед у них, не вовремя. Ну ладно, давай, Ахмед. Сейчас, в общем, в магазин сувениров зашел. Тут все казахское. Казахский сувенир. Тут казахи живут все. Вот такие эти кошельки интересные, сумочки. Классно. Все из ткани. Кожи, ткань. Вот это. Ну, такие сумки классные. Почему бы чувашам вот в таком же стиле вот не делать сувениры? Я не знаю, почему у нас не делают это с национальными узорами. О, чешки классные. Вот может их взять, не знаю, сколько они стоят. Из овечьей шерсти. Нужная вещь. Ох, сегодня лежу, еще отдыхаю. Сейчас смотрю, он на Андоне собирается. Сейчас ходил, продуктов купил. Ай, Майк Муви снимаю. Это, сходил. Вот, кстати, вот у него артлип, вот эти вот сумки. Он нехорошо о них отзывается, хотя как бы популярная. Вот он говорит, крепления там, у него где-то в Марокко они крепления ломались.
болты не мог найти нужные, отвалились. В общем, вот такой баул мой родной, он намного лучше, с ним ничего не станет, он только порваться может раз в 10 лет. Вот так вот. Я расхотел теперь такие артлибовские сумки. Мои длинные путешествия, они, может, и не выдержат. Для меня это важно. Когда я зашел, такой злой был. А сейчас добрый, чувствует хороших. Никто тебя не погладит, да, малыш? Да, говорит он, лег, давай, тиши, говорит. Давай, тебя потешим. Никто не гладит тебя, малыш. Сидишь тут на цепи, бедный. Я бы свою собаку бы никогда на цепи не посадил. Это же издевательство просто. Да? Да? Чего? Давай. Расчесывать тебя надо, вон шерсть зимняя сошла. Меняет весь. Капец, у него тут сколько шерсти, вон. Кулаки целые. Из тебя можно пояс сделать. Вылетает прям. Ну, это твое вон. Шерстяной, скотинка шерстяная. Чего? Еще говоришь, да? Давай, тисы. Трах тебе дох. За желание загадывать можно с тебя. Да? Вот, короче, зашли с Андонием покушать хушура. Пока в Монголии надо мне поесть их тоже. Вообще классная столовка, хорошо, что я нашел ее. Цены невысокие тут. 600 тугриков один хушур. Вот. Малыш, я тебе тоже хушур принес. А то я столько много съел, мне стыдно перед тобой будет, если я тебе этот не оставил. Чё? Чё, не нравится, что ли? Не нравится, что ли? Ух ты! Вот он засранец, он привык, короче. Что его еда, он думал, дурачок. Хотел укусить руку, что его кормит. Еще уже повечерело. Все, у меня он глаз в грязь попала, я его расчесал. Глаз опух. Сейчас капли нашел, короче. И нормально стало. Что-то я съел не то, у меня аллергическая реакция пошла. Я сок купил, сок, видимо, так повлиял. Какой-то облепиховый. Я не знаю.